Здравствуйте, дорогие друзья! Наш детский сад прилетел в Москву, и мы от души благодарим вас за помощь. Чуть позже мы покажем и расскажем о прилете. А сейчас о насущном. Брать новеньких уже некуда, но и не брать, понимая, что иначе они могут погибнуть, мы тоже не можем. Нам прислали видео, и на одном из них мы увидели девочку. Она сидит отдельно в теплом, не крупная и очень добрая, тянется к человеку. Явно не может постоять за себя. В общем вольере ее обижали, и поэтому пока она сидит отдельно. В телеграм-канале ППЖ я нашла ее фото. В отлове она уже давно. Поток хвостиков не заканчивается, и в любой момент ее могут посадить в общий вольер, а там она точно не жилец. Давайте спасем эту девочку с несчастным взглядом, пока она жива и здорова. На втором видео мы пока не знаем, кто это, мальчик или девочка, тоже сидит давно, потому что я нашла архивные фото, и он там еще в инее, значит, сидит аж зимы. И на всех фотографиях сидит сверху на ларе, так как так безопаснее. Хвостик был явно домашним и не может противостоять более сильным сородичам. Но как только к вольеру подходит человек, он бежит к сетке, прося о спасении и заглядывая в глаза. Но как можно пройти мимо этого несчастного смертника? А вот такой домодекозный пацан, лабрадор, сидит в ППЖ на цепи в будке. А по ночам там еще морозы -20. Молодая собака совсем жалуется и радуется, одновременно виляя хвостом. А ведь у него был наверняка хозяин. Не родился же лабрадор на улице. Очередное предательство или трагедия человеческой и собачьей жизни? Этого мы никогда не узнаем, к сожалению. Но от этого не легче. И очень больно от того, что этот бывший домашний пес никогда больше, может, и не узнает, как можно счастливо жить рядом со своим человеком. Давайте вместе поможем этому несчастному опять обрести веру в людей и спасем его. К сожалению, порода не гарантия счастливой жизни. Нам очень нужны финкураторы. Друзья, заходите в наш чат помощи, пишите в личку или в комментариях, и я дам вам ссылку на нашу группу, и вы сможете отслеживать судьбу всех наших спасенных хвостиков. К сожалению, пристройство становится все хуже и хуже, а несчастных якутят становится все больше и больше. Мы понимаем, что всех не спасти, понимаем это здравым умом, но сердце разрывается, видя этих несчастных. И мы готовы идти вперед и продолжать спасение вместе с вами и благодаря вам. Ну а теперь немножко о прилете. Малыши в Москве долетели все хорошо. Мы очень переживали за нашу Виви, как она долетит. Брахицефалы плохо переносят полеты. Но сейчас мы выдохнули. Дети, дети. Дети, дети, дети. Дети. Стой. Дети, 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 дети. Спасибо вам большое. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Никуда не пристраиваются. Есть уже ручки на них? Сейчас. Стойте, все. Ну что? Эй, собачка. Ну смотри сюда, не хочешь смотреть? Молодец. А ты? И все малыши разъехались по домашним передержкам к участникам нашей группы. Все, собачка приехала. О, нифига, что такая моднячая собака. Да что ты, такой Капюшон там, все красавец, дела. да. Забирайте Да. свое счастье. Давайте.
Иди сюда, иди ко мне, иди. Не бойся. Иди, Ой, 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 моя ой, ой, ой. хорошая. Иди. Ой, я боюсь, братья. Иди сюда ко мне, иди. Ну, иди сюда, иди, Не моя. бойся, иди, погладь, погладь. Стресс был, погладьте и все. Мой хороший. Вот так, не Это бойся. такая Вот так. сладость. Все. Вот Пуля уже. Пуля меня уже не помнит. Она Или всех помнит. помнит, да? Молодец, Пуля, видишь какая. А это уже другая подруга. Собачка, давай. Все. Смелее, не бойтесь. Айка. Не, мы не Айка. боимся. Айка, пойдем, мы Иди хорошие. сюда, Пойдем. погладь. Не бойся. Что ты боишься, что ли? Мы тебя сдали. Ты что такая грязная приехала? Пойдем. Пойдем. Боится выходить. Обощалась. Ты обощалась. Ну, пойдем. Пойдем скорее. Пойдем. Не, туда не лезь. Иди, мой красивый. Иди сюда. За лапку. Куда иди? Вот так. Нет, Все. бежать не надо. Ой, на тебе. Потом. Вот так. Все, пока-пока, скажи. Все, Пуля пошла. Ой. Пуля, видишь, какая подруга? Радуется, наоборот. Спасибо огромное девочкам. Это очень существенная помощь для нас. И малышам, конечно же, хорошо. Они не на массовых передержках, а в квартире и окружены заботой и любовью, как дома. На днях, когда малыши выдохнут и придут в себя, мы начнем всех обследовать. А Виви обязательно посетит кардиолога. Она не молода, и надо понять, что у нее с сердечком. Ну и, конечно же, груминг-салоны. Надо сводить их обязательно. Подстричь коготки, вырезать колтуны, привести шерстку в порядок. А мы, в общем-то, на финишной прямой к дому. И верим, что в ближайшее время мы вам покажем приветики из дома. И будем все вместе радоваться за наших спасенышей. Ну а сейчас идем вперед и спасаем новых смертников. Все вместе мы справимся со всеми сложностями и сможем дать шанс на жизнь. Давайте спасать вместе, пока они живы и пока есть кого спасать.